لا تديك مال السوق خينا شركك لقيك مال السوق فاخشر دعسوخ مال السوق حيوغي يدي يول والور ساليدا فاخشر دعسوخ. Вот в этой выставке мы видим силу, духовную силу, глубину наших традиций. И, конечно же, наша задача продолжать такие проекты, потому что надо знать свою историю, свою культуру, свои национальные традиции. И это лучшая прививка от всех деструктивных влияний. Говорят, вот эта новая традиция, закутанная женщина с головы до ног, это чья традиция? Это, возможно, и традиция, но привнесенная извне, это не наша традиция. А нашу традицию мы видим здесь, традицию многих народов России, которые здесь жили столетий, тысячелетий. Вот наша традиция. И эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный. Мне кажется, что впервые в истории Института этнологии и антропологии Российской академии наук состоялось такое событие, когда в стенах Совета Федерации была представлена выставка «Традиционные женские образы России». Это плод многолетних, я бы сказал, столетних трудов сотрудников нашего института. Эту выставку готовил не только наш институт. Здесь работала большая команда наших друзей, коллег из Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, известную нам как Кунсткамера. Здесь работала команда из Российского государственного университета имени Косыгина и наши друзья, коллеги этнологи из Казанского Приволжского федерального университета. И это содружество создало эту выставку. Огромное всем спасибо. Как, например, древний ингушский женский головной убор курхарс. Задняя стенка у нас оформляется именно кожаной вставкой, где будет орнаментальный рисунок. Сам курхарс изготавливался из парчи и бархата. Отмечу также височные украшения. Это была дополнительная атрибутика. И замечательная такая, солнцевидная бляшка, которая размещалась в самом центре, поскольку постольку показано ведь здесь не только платье, но и показаны головные уборы. И ясно, что во-первых, все наши женщины на Руси или в российском государстве, в большой Российской империи не носили закрытые головные уборы. Никаких никабов, хиджабов никогда не было, в том числе и в мусульманских регионах. Это регион Поволжья и регион Центральной Азии. Вот вглядитесь в лица женщин на этой выставке. Они несут в себе и доброту, и милосердие, иногда самопожертвование, и всегда внутреннюю силу. Костюмы, они всегда были украшением, они подчеркивали лик и духовное содержание женщины. И поэтому именно она учила своим ликом детей любви, а мужчин вот ради этой любви созидать дома и защищать их. Вот это основная ценность, которая традиционно всегда была присуща нашей стране. И именно ее нужно сохранять. Есть попытки политизировать и в каком-то смысле даже нам навязать другой образ по теме и национальной религиозной одежды, но одежды наших народов, мусульманских народов, они полностью соответствуют нормам исламского права, и нам бы сохранить свою культуру, которая соответствует исламским традициям.